В совещании, посвященном вопросам паспортизации и выдачи видов на жительство жителям Галского района, участвовали глава администрации Тимур Надарая, начальник паспортно-визовой службы МВД Республики Эдуард Монаргия, руководители районного отделения внутренних дел. Процесс выдачи соответствующих документов был начат в Галском районе еще в прошлом году. Однако, учитывая, что все паспорта, выданные жителям Галского района в 2006 году, были признаны недействительными, здесь идет не просто обмен паспортов, а новая паспортизация. Тимур Надарая рассказал вице-премьеру о том, как проходит паспортизация и выдача вида на жительство. Всего на сегодняшний день на получение паспорта гражданина Абхазии в Галском районе принято 309 заявлений, выдано готовых 193 паспорта. Что касается выдачи вида на жительство, то принято порядка 7784 заявления, выдано 3504. Более 100 паспортов выдано жителям Галского района за последнее время, те, которые напрямую, без комиссии, когда подтверждается их срок проживания на территории Абхазии 94-99 год, и служба госбезопасности дает, что они не являются, по их данным, гражданами иностранного государства. Они имеют без всякой комиссии такие же права, как остальные жители Абхазии, получить паспорт гражданина Абхазии. Ну, вы помните, мы проводили опрос в 2015 году. К сожалению, он подтвердил, что 96% жителей Галского района являются гражданами Республики Грузия. Но если у нас, например, голосующих было где-то до 300 человек на последних парламентских выборах, то сегодня их до 500. Согласно действующему законодательству, вид на жительство может получить только человек, родившийся в Галском районе Абхазской АССР. Здесь возникли некоторые проблемы. Чтобы выдать данный документ всем, кто сегодня проживает в Абхазии без гражданства, в закон необходимо внести поправку, считает Тимур Надарая. Мы, когда поправку принимали, естественно, не могли представлять, какие миграционные процессы шли в советское время. Оказалось, что они были очень активные, и есть очень много людей, которые сегодня проживают в Галском районе, и уже давно проживают, и 30 лет, и 20 лет, но в свое время не родились на территории Галского района Абхазской ССР, они родились там в Сухуме, родились в Харькове, родились в Москве. И вот эти люди, в соответствии с законом, они должны получить разрешение на проживание, потом через несколько лет получить вид на жительство. Считаем, что это закон в действии показал свои плюсы и минусы. Необходимо внести поправку. Эта же поправка нужна не только жителям Галского района, но и многим иностранцам, которые живут в остальной части Абхазии. Как сообщил Тимур Надарая, жители Абхазии, имеющие виды на жительство, могут пересекать по этому документу и абхазо-российскую границу. Правда, здесь необходимо иметь приглашение родственников из России и визу. По словам Тимура Надарая, сейчас идут переговоры на уровне Министерств иностранных дел Абхазии и России об упрощении процедуры, чтобы обладатели вида на жительство могли пересекать границу без приглашения. Следует также отметить, что в районе проживает порядка 5000 так называемых самурзаканцев, и порядка 300 из них изъявили желание вернуть себе исконные абхазские фамилии и национальность. 100 человек уже получили новые паспорта. На 50 самурзаканцев есть готовые указы. Около 130 заявлений находятся на рассмотрении. В ходе совещания были обсуждены основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники паспортно-визовой службы. Было отмечено, что не хватает кадров, есть проблемы в плане материально-технического обеспечения, а также очень долго приходится ждать ответ на запрос из службы госбезопасности Абхазии. Как подчеркнул вице-премьер Астамур Кецба, в ближайшее время в Сухуме состоится расширенное совещание с участием всех глав администраций районов и руководства страны, где все эти вопросы будут рассмотрены. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.